Зарегистрируйтесь, пожалуйста, будьте один. Кто не успел из полноценных... Спасибо. Вот пришел, спокойно сел, зарегистрировался. То есть деловая атмосфера. Давайте пока решим. У кого хороший почерк, кто быстро писать может, будучи секретарем на собрании. Сможете, если протокол не хочет, да? Я сами знаете, ребенок маленький, Да, может быть, даже очень скоро здесь начнется огромная конкуренция. Поверьте, внутреннее чувство. Скажите, пожалуйста, из здесь присутствующих лиц, кого я назвал, по фамилиям и именам, кто не написал на мое имя, как, не потому что я говорю какой-то культ личности, а кто не написал на мое имя заявление, как инициатору объединения «Честная власть»? Есть такие? Павел Ильич, скажите официально, вы участник собрания? Я присутствую. Или где? Я присутствую на собрании, пока я, наверное, как гость собрания, а вот стану ли я полноправным участником, я, наверное, поделюсь немножко позже. Пожалуйста. Поскольку зарегистрировались все, последний был 12. Отлично, вот как 12 опустит. На собрание приглашались и участвуют в его работе, прошли регистрацию. 13 человек. Зарегистрировалось 12 человек. Павел Исакович, как я сказал, будет думать. Значит, какие будут мнения по открытию собрания? Открыть собрание. Здесь вопросы получились 6 штук, да? Они все логически взаимосвязаны. Принятие решения по проекту положения. Этот вопрос требует информации о самом положении. Следующий вопрос. Образование Генерального совета. На основании положения о Генеральном совете мы будем, если его примем, будем и действовать. Понимаете? То есть вот логическая взаимосвязь уже пройдет. Третий вопрос. Избрание председателя Генерального совета. То же самое. В положении определены органы, которые избирает Генеральный совет. Генеральный совет, если будет утверждено положение. Переходим потом к третьему вопросу. Дальше я не буду называть Международное общественное объединение за честную власть по тексту, а буду говорить объединение. 4-й раздел. Председатель Генерального совета. Сейчас вот компетенции и полномочия председателя и его избрание. Значит, избирается собранием на срок полномочий Генерального совета, руководит деятельностью Генерального совета и бюро и направляет ее на создание объединения. Отчитывается перед собранием. Председательствует на собраниях и заседаниях бюро. Имеет решающий голос в случае равенства голосов за и против. Наделяется правом первой подписи решений и документов Генерального совета и его органов. Уполномачивается представлять Генеральный совет во всех странах, органах и организациях в отношениях с юридическими и физическими лицами без доверенности. Назначает из числа членов Генерального совета заместителей и помощников председателя Генерального совета, а также секретаря Генерального совета, руководит их деятельностью, проводит при необходимости мотивированную кооптацию и извещает о ней членов Генерального совета. Председатель этого генерального собрания пожизненно? Тут я, может, просто не понял. Очень хороший вопрос, Игорь Алексеевич. Очень Потому хороший что вопрос. уже не по пожизненно, опыту до нашего смерти. президента я уже понял, что... Молодец. Значит, если вы слышите, да, если вы внимательно слушали положение, а наверняка слушали Нет, внимательно, внимательно, просто я не уловил. вы нашли в обязанностях, даже в полномочиях органа, который называется собранием, вот это у нас 3-й раздел был, да? Его функции. Значит, он может избирать руководящие органы, а также отстранять от должности, то есть отрешать от должности, в том числе и председателя. Вот предположим, например, наш председатель сбежал с деньгами за границу. Такой вариант, или его посадили, что кто исполняет обязанности, один из заместителей, все заместители, или совет. Смысл понятен. Может быть, его сформулировать таким вот образом. Значит, В случае. нет, председатель, функции председателя Да, вот. Генерального совета, записывайте, так, чтобы потом голосовать. Могут уберем, исполняет один из заместителей председателя по его письменному поручению. Вот так.
А если он не успел? А он заблаговременно должен об этом подумать. Ситуация бывает Ситуация разная. разная. Приехали, Шел под скрутили и мозг. собрали. Да. Я понимаю, что вы не глупо будете, или мы, Нет, мы будем не глупо. Не в этом дело. Который Просто может это уже место. с момента избрания заготовить распоряжение, Ну это разослать членам и сказать, в случае того, Тогда заранее. может он не будет избирать себе заместителя в первый день, понимаете? Может быть будет у нас, понимаете, мы идем к тому, что диалектики, правильно, диалектики. Будет ситуация, через полгода в Генеральном Совете будет не 12 членов, а 220. И если будет 3 заместителя на 12 членов, или 1 заместитель, то для 220 можно и 5 иметь, понимаете? По регионам, в частности, будет членов Совета в Польше, будет несколько, например, в Гондурасе. Я не думаю, что мы будем избирать плохого председателя, который не сообразит в этих вещах. Это же азбука. Ну давайте поставим вопрос на голосование в отношении... Какие будут предложения по положению? Да, какие будут Позиции. предложения по Я положению? вас сбиваю. Как раз таки вот было же предложение, Игорь Алексеевич. Вот мое предложение в такой формулировке, как я сказал, вот. Временно Не будет возлагается возражений? на заместителя. Игорь Алексеевич, как у вас? А в дальнейшем председатель Ну я избирается все-таки не уже согласен с этим, советом. потому Всё. что, ну вы понимаете, это мы сейчас в зародыше, а потом развитие, начнется какая-то, вот знаете, это, и потом будет 5 заместителей, например, и действительно они будут между собой вот эти вот подковерные игры играть, председателя не будет. Надо конкретно, чтобы он конкретно, это или секретарь поручает провести собрание совета, или заместитель поручает провести собрание совета. Вот это лучше будет. Ну что, соберем собрание, решим. Да, а так получается, вы решили, меня, всё. простите, вот сейчас вот Иванов пойдет, например, Нет, подскользнется. Нет и же противоречия, разобьет. не то. Вот человек говорит совершенно правильно, вот Леонид говорит совершенно правильно. У нас, у членов Совета есть под рукой собрание. Не председатель, в конце концов. Так а кто это должен будет заниматься? Это ж надо... Член Совета может этим заниматься? Может. Дело в том, что... Дальше. Будут же помощники, будут заместители, будет секретарь. С кем мешать? Более того, распоряжением председателя будет в любом случае, как мы предполагаем, назначено лицо, которое исполняет его обязанности в случае отсутствия. Петр, вот предлагаем же Да. обязанности на первого заместителя возложить, Да, временно исполняющий. еще одно Временно исполняющий. Председатель, вы же смотрите, может уехать, например, Генеральный совет работает в Республике Беларусь, или там в России, или там, опять же, в Германии, например. А председатель по делам Совета Объединения находится в Латинской Америке. В это время... Так вот, вы сейчас, предлагая неточные формулировки, ставите таким вот образом председателя, уже как бы выводите его от его функций. То есть он будет вести там переговоры, договариваться о роли, месте объединения, о структурном подразделении. А в это время он уже не председатель. Он председатель. Голосуем за то, что мы решили. Да. А что вы решили? Предложите. Кандидатуру председателя. Да, нужно Да, обсудить. кандидатуру Вот сейчас идут председателя. предложения. Предлагайте. Да, предлагайте кандидатуру председателя. Петра. Генерального совета. Предлагайте кандидатуру председателя. Сейчас мы все равноправны. Члены Генерального совета все имеют в одних правах находятся. Я предлагаю. Коллеги, предлагаю кандидатуру председателя. Петра Пожалуйста, по Евстафьевича очереди. Иванова. Давайте, предлагаю от Михаила. Вот. Иванов Петр Евстафьевич. Секретарь, записывайте предложение. Иванова. Надежда. Иванова. Иванова я тоже сказал. Леонид. Иванова. Иванова. Вы, секретарь, внимательно помечайте, сколько предложений. Иванова Голод. Петра Евстафьевича. Дальше, идите вокруг, я ваш Что дальше родной. идет? Иванова Петра Евстафьевича. Вы? Петр Евстафьевич, вы? Тоже. Тоже. Вы? Тоже. Единогласно. Воздержался. Все. Это не считаю. Значит, единогласно. Голосуем, по-любому надо проголосовать. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать, Подожди, может быть другие, других не получилось. Нет. Да? Нет. чтобы избрать председателем Генерального совета по созданию Международного общественного объединения за честную власть? Прошу голосовать. Все единогласно. Нет, все. Я тоже за. Все принято единогласно. Александр Сергеевич, позвольте демократию прекратить. Присядьте, пожалуйста. Вот так рождается новый президент. Да. Уважаемые коллеги,
члены Генерального совета. Все мы являемся с вами в равных правах членами Генерального совета. Это самое главное. Самое главное. Не председатель главное. Главное, член Генерального совета. И за доверие вам спасибо. Тронулся, как говорится. И буду делать все возможное, чтобы так и было, чтобы члены Генерального совета были главными фигурами в объединении, в будущем объединении, которое мы создаем, понимаете? А в Генеральном совете, само собой, имеется в виду. Ну, не буду затягивать время. Если будут какие-то вопросы, прошу перейдем. персонально задавать, хорошо? После собрания